Сенекер. Выходной. Одноактная пьеса. Действующие лица. Первый, второй. Комната в мужском общежитии. Стол, 2 кровати. В жилище хаос и разруха. Стол завален пустыми бутылками, консервными банками, грязной посудой. Понятно, среди обитаний холостяков, которые храпят на своих постелях, перекрывая даже шум большого города за окном. Внезапно один из обитателей жилища, назовем его первым, пробуждается, медленно поднимается. Пошатываясь, бредет к зеркалу, криво повисшему на стене, разевает рот и обследует зуб. Кажется, болит, потому что первый морщится. Подходит к столу, включает электрочайник. Второй, пусть он будет вторым, как храпел, так и храпит. Первый тормошит второго. «Подъем, подъем! Пробудись и проснись! Подъем, подъем!» Второй. «Кончай, кончай, елки!» Залезает с головой под подушку. «Что за привычка? Сам не спит, другим не дает. Кончай, прошу, не надо!» Первый. «Соня, вставай, подъем, подъем!» «Кому говорю, Соня?» Второй. «Выходной, выходной, дурак!» Первый. «Кто?» «Ты дурак, ты, безголовый, безмозглый, тупой, любой!» Первый. «Я дурак? Здрасте. Сам же просил разбудить. И сам же...» Второй. «Когда?» Первый. «Вчера». Второй. «Зачем?» Первый. «Не знаю». Второй. «Зачем будешь, если не знаешь?» «Будешь, будешь». Первый. «Ты же сказал». Второй. «Сказал? Мало чего я сказал. Может, тебе приснилось. Или показалось с перепою. И надо будить, да?» Первый. «Издеваешься?» Второй. «Мозги у тебя есть или смыло?» «Начисто, да? Подумать самому, что выходной, что тоска, что некуда, некого и не хочется уже. Все, не хватает?» Первый. «Ты же сам». А я подумал. Второй. «Нет, ты скажи, если не думаешь. Зачем? Голова зачем?» Первый. «Болит». Второй. «Болит». Тоже новость. «Болит». Первый. «А у тебя?» Второй. «Еще бы, еще как. Боюсь, что отварится. Так болит, понимаешь? Так болит». Первый. «Вот-вот, вот, болит». Второй. «А зуб? Зуб болит?» Первый. «Зуб болит, особенно если тронуть». Второй. «Это хорошо. Надо примочку, еще примочку. Без примочки не пройдет, без нее не проходит. Проверено». Первый. Да не надо бы. Может, встанешь? Я чайник поставил на огонь. Чаю горячего с сахарком. И хорошо будет. А? У тебя же голова? Эй!» Второй задумчиво. «Нет, не доспал. Пей один». И я еще откидывается на подушку. Первый. «Не, я не согласен одному пить. Неинтересно. Брат, так не пойдет. Поднимайся». «Не, по-серьезному прошу», — тормошит второго. Второй. «Палач, кончай, сон посмотреть, досмотреть, палач». «Ну как же так можно, палач? Ах, сон, сон, сон». Первый. «Что за сон?» Второй. «Да сон удивительный, лучший в мире сон. Всем снам сон. Не сон, заглядение». Первый. «Расскажи, эй». Второй. «Самому надо глядеть, расскажи ему». Первый. «Эй, расскажи, не жмись. Ну чего тебе стоит? Эй». Я ложусь и потом как убитый. Даже буду стараться, ничего не увижу. Расскажи. Второй. «Да уж ладно, не жадный я. Так уж и быть. Только ты слушай, чтобы того мне. Ты слушай». Первый. «Я слушаю». Второй. «Не слушаю. Слушай». «Не слушаю. Слушай». Первый. «Я слушаю. Слушай». «Я слушаю». Второй. «Все было как в кино». Первый. «Ты сказал во сне». Второй. «Во сне, как в кино. Ты слушай, ты слушай».
Первый, я слушаю. Второй, сижу я, как в кино, в каком-то ресторане, и белая скатерть на столе, как в кино, и хрусталь, и даже музыка играет. Официанты такие только в кино. Вокруг меня на цыпочках бегают. И у каждого на лице по вот такой улыбке. Первый. Ну да. Второй. Представь. Первый. Представляю. А ты? Второй. А что я? Я что, тот фраер, черный костюм из атласа и бабочка на горле, понимаешь? Первый. Где взял бабочку? Второй. Во сне? Где? Первый. Второй. Ты слушай сюда. Вдруг вижу, подваливает к моему столу вся такая из себя дама. И вдруг скромненько так обращается ко мне. К вам можно-с? А я за столом как гвоздь, как белый человек, весь в черном, сорочка, бабочка, понимаешь? Первый. Уже говорил. Второй. Не сбивать, не потерплю. Первый. Не буду. Второй. Сон. Понимать надо. Сон. Молчат. Так, на чем это я? Дама. Подваливает и выражается. Можно-с? А как же-с, мадам, говорю. Обязательно-с. Можно-с. И она присаживается. Первый. Где? Второй. Во сне. Первый. Второй. Рядышком, близко, возле. Всей своей лучшей в мире линией бедра ко мне прикасается. И еще глазенками на меня. Зырк, 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 зырк. Ну, думаем. А ты? Второй. Я думаю, сейчас. Ох, думаю, кирнем, погуляем. А потом кричу. Человек! С пальцами щелкаю, как знаешь. Так знаешь. Первый. Ого-го. Второй. Официант подбегает. Что угодно, сэр. Он мне. Сэр, что угодно. Он мне. Он мне. Первый. А ты? А ты? Второй. А я как пошел заказывать водку, вино, шампанское, водка и закусить. И водка, и шампанское, и водку. Первый. Ну. Второй. Ну, он побежал, все тащит, и мы с ней, с дамой моей сидим, да беседуем о том, о сём, да горячим чайком с сахарком балуемся. Пауза. Гад. Первый. Кто? Второй. Идиот без мозгов. Разбудил. Ты. Непонятно? Первый. Я? Это? Второй. Как я тебя ненавижу. Первый. Я не знал, извини. Второй. Никогда. За что? Первый. За все. Подумал после вчерашнего. После вчерашнего подумал чайку с сахарком. Второй. Дай мне чайку с сахарком. Хорошая штука, особенно после вчерашнего. Ух, голова аж раскалывается. Дай мне чайку, дай с сахарком. Первый. В постель, что ли? Второй. Я бы тебе принес. Первый. Не носил. Второй. А кто виноват? Вечно опережаешь. Просто не успеваю. Первый. Нет уж, обойдешься. Второй. Жаль, а я было хотела рассказать. Между прочим, и тебя во сне видел. Первый. Врешь. Второй. Как хочешь. Не заставляю. Первый. Шутишь? Серьезно? Второй. Как сейчас? Даже еще получше видно было. Первый. Как? Как это было? Второй. Я же говорил, как в кино. Я с бабой в ресторане торчу, ты за окном и мимо ходишь, как привидение. Точно. Первый. Один в одиночестве. Второй. Чаю дашь? Первый. Дам. Второй. Дай подумать. Вроде как будто не один или один. Не один? Не один, тоже с бабой. Она у тебя вот так под мышкой помещалась. Первый с бабой, второй с бабой, точно. С бабой. Второй. Или все-таки не с бабой. Какая-то она была... Нет, с бабой. Теперь окончательно вспомнил. С бабой. Первый. Вот это да, вот это интересно. С бабой. Второй. Чайку вроде обещал. Первый. А какая она была из себя, баба моя? Скорее скажи, какая? Второй.
Какая? Первый. Баба. Второй. Баба как баба? Вроде на месте все. Что тебя интересует? Первый. Ну, худая, толстая. Второй. Полутолстая, полухудая. Первый. А все-таки большая, больше пухлая или нет? Хуже. Да хуже. Второй. Что хуже? Ничего у нее не хуже. Нормальная такая баба. Ну, баба. Первый. Ох, баба. Тихо смеется. Баба. Второй. Твоя ничего, но ты бы мою видел. Глаза у моей, брови, задница, ножки у нее прямые, как две тростинки. Это надо было видеть. Первый. А у моей ноги тоже ты не сказал. Второй. Разве? Кривые. Колесо. Кавалеристка. Первый. Почему? Второй. Не знаю, где ты ее нашел. Чаю обещал, не сделал. Ну, с чего ты надулся? Ноги в женщине не главное. Душа бывает хорошая. Ну, неси. Первый задумчиво уходит, возвращается с чашкой. Останавливается, стоит. С сахарком? Первый молчит. Ну, давай же, не ленись. Вот я. Вот он перед тобой. Молчание. Пол же холодный, простыну. Давай. Первый. Это у твоей бабы ноги кривые, а не у моей. Нарочно придумал. Обидеть меня. Никакого у тебя сна не было. Ничего ты не видел. Второй. Здрасте, приехали. Первый. У твоего колесо вместо ног. У моей все в порядке. Второй. Ты мне просто завидуешь. Первый. Нет. Второй. Завидуешь, по глазам вижу. Блестят. Первый. Врешь. Где? Кидается к зеркалу. Второй. Завистливым стал. Сил терпеть нету. Даже клевать научился. Говоришь ему про одно, он тут же тебя про другое. Первый. Не блестят. И зависти нету. А у тебя? А ты? Второй хохочет. А я спать буду, сон буду смотреть, самую интересную серию. Вторую хохочет. Первый. Эй, ты куда? Зачем опять? Эй, довольно, эй. Второй. Я сплю. Мои веки тяжелеют. Закрывает глаза и похрапывает. Уши мои глохнут. Мозги балдеют. Я, кажется, вижу вторую серию. Первый. Какую вторую? А чай? Эй, а чай? Второй храпит. Не хочешь? Не будешь? Гляди, сам будешь хлебать. Горяченький, с сахарком. Гляди, гляди. Шумно и с пересвистом хлебывает чай из чашки. И вот один жутко храпит, а другой не менее жутко прихлебывает. Внезапно, будто чего-то испугавшись, стихают. Но они не стихают, а звуки продолжаются. Храп и прихлебывание. Второй приподнимает голову, оба прислушиваются, звуки вдруг прекращаются. Тишина. Второй шепотом. Слыхал? Первый тоже шепотом. Да. Второй. Что это было? А? Первый. Не знаю. Второй. В ушах. Мотает головой. Как у тебя насчет ушей? Не звенит? Первый. Может, и звенит. А что? Второй. Что? Когда звенит, это же, как ты думаешь, что нужно делать, когда звенит? Первый. С кем делать? Второй. С чем? С ушами. Первый. Не знаю. Второй. Голова виновата. Болит и звенит поэтому. А? Первый. Голова. Может и так. Второй. Ты виноват. Ты вино покупал. Первый. Ругался, что мало. Второй. Я ругался. Я никогда не ругаюсь. Я могу иногда сказать, что мне кажется, вот этого бы. Первый. Ты ругался грязно и скверно. Второй. Я? Первый. Ты. Второй. Ага. Вдруг садится, внимательно смотрит на первого. Как ты себя чувствуешь? Первый вдруг пугается. А что? Второй. Чувствуешь? Спрашиваю, как? Себя. Первый. Чувствую. Не знаю. Что я должен чувствовать? Второй. В глазах не двоится, не троится, не четверится. Первый. Да вроде. Второй.
А зеленые чертики не танцуют. Кошмарный такой, знаешь, танец бывает. Зеленый такой танец. Первый. Да кончай ты с чего? С 6 бутылок. Второй. Фу. Ну тогда слава богу, слава ему. Тогда не горячка. Было, подумал, горячка. А потом еще как следует подумал. Подумал, да не. С 7 бутылок. Первый. С 6. Второй. Просто в ушах позвенело немного у нас, да? Первый выходит. Второй. Отлично. Я сплю. Откидывается на подушку. Засыпаю. Храпит. Первый. А я. Эй! Долго смотрит на соседа и словно чего-то ждет. Но вот берется за чашку и с присвистом прихлебывает чай. Прихлебывание и храп становится все мощнее и, если можно так сказать, качественнее, что ли. Но в какое-то неуловимое мгновение вновь возникает тот таинственный звук и стихает. Оба молчат. Второй шепотом. Ну что? А сейчас? Первый тоже шепотом. Да, было. Второй. Горячка. Гад, из-за тебя. Первый. Почему? Второй. Ты, гад, вчера барматуху таскал. 7 бутылок, подлец, замахивается. Первый. 6, ты забыл. Второй. 6, 7, убью. Первый. Забыл. Все забыл, сам просил. А я говорил, у меня зуб болит. А ты говорил, мол, и хорошо, и беги поскорее, и хорошо. А я говорил, что он болит. А ты? Второй. Где? Покажи. Первый разевает рот. На. Второй деловито заглядывает. Да, в самом деле, правда, болит, вижу, сильно болит. Первый мотает головой. Не сильно. Если пальцем его, конечно, вот так трогает, вскрикивает. А! Второй, не надо. Хорошо, довольно. Это хорошо, это очень, знаешь, хорошо. Если боль чувствуешь, значит, это того, не горячка. Первый. А что? Второй. Зуб. А зуб не горячка, понятно, озирается. А может, соседи шумят? Может, от них, а? Первый пожимает плечами. С другой стороны, он какой-то, как будто не из-за стены, а какой-то, как будто здешний. Первый. Кто-то над нами шутит. Назло так нарочно, так коварно, а? Второй. Не думаю, думает. Не похоже. Первый. Ну тогда, может, мы уже с тобой того, а? Второй. Того, не того, того. Пауза. Вообще-то свихнуться с 2 счета. Это только захотеть. А попробуем еще. О, идея. Я пью чай, ты храпишь. Попробуем? Первый. А надо? Второй. А я иногда вот тоже думаю, о чем черт не шутит. Меняются местами. Первый укладывается на кровать, а второй усаживается за столом. Второй. Ну, так. Что? Начнем? Первый радостно. Да, начнем. Второй. Стоп. Подозрительно. Почему улыбаешься? Первый. Кто улыбается? Я улыбаюсь. Я не улыбаюсь. Второй. Улыбаешься. Вижу. Гляди. Грозит пальцем. Будешь там приставать к моей бабе. Гляди. Не буду. Второй. Гляди. Первый. Да я не буду. Сказал, не буду. Значит, не буду. Накрывается одеялом и дико храпит. Второй прихлебывает чай, смачно похрюкивая и с присвистом. А первый, похоже, уснул и храпит. Второй вдруг подскакивает, подбегает к первому, долго вглядывается, нетерпеливо фланирует из угла в угол, от стены к стене. А первый что-то прохлопал и заулыбался во сне. Второй тут же стал, как вкопанный, пронзительно смотрит на спящего, который вдруг задергался и застонал томно и сладострастно. Второй не выдерживает, тормошит и будет первого. Пойдем, пробудись и проснись. Пойдем. Первый. Кончай, елки, что за привычка, сам не спит и другим не дает. Кончай, прошу, не надо. Второй. Соня, вставай, пойдем. Кому говорю? Соня. Первый. Выходной зачем? Второй тащит за руку. Поднимайся, говорю, и не спи. Все, хорош, кончай. Первый мотает головой из стороны в сторону. Дурачок совсем. Второй. Кто? Первый. Дурачок без мозгов, тупой.
Смеется. Ой, какой дурачок. Второй. Чего? Чего? Смеешься? Ты смеешься? Отвечай, ты смеешься? Трясет первого за грудки. Ну, говори. Первый буквально давится от смеха. Баба твоя. Ой, не могу. Ой. Второй. Чего? Первый. Твоя кривоногая, твоя. Второй. А? Первый. Ты все перепутал. Твоя. Второй. Я перепутал? Ты перепутал? Я не перепутал. Первый давится смехом. Перепутал. Второй. Погоди. Первый. Ой, не могу. Ну так все перепутал. Второй. Погоди, успокойся. Не так. По порядку. Первый. Как по порядку, когда перепутал? Боже мой, о боже. Второй. А я прошу по порядку. Первый отмахивает. Ну ладно. Второй. Нет, по порядку прошу. Кого с кем перепутал, когда, почему, все. Все, чтобы все. Не. А я требую. Набрасывается на первого. Требую. Завязывается борьба. Стол, бутылки, зеркало, все обрушивается в комнате. Хаос, наконец, утихомирились, сидя на полу, тяжело дышат. Первый полез в рот и вытащил зуб. Все, наконец-то. Страдание позади, а то надоел. Ноет, прячет зуб в карман, тут же достает и протягивает второму. На, гляди! Второй берет, разглядывает. Да, теперь тебе станет совсем хорошо. Меня благодари, возвращает зуб. Первый бережно прячет зуб. Большое спасибо. Второй, черт с тобой, живи дальше. Первый, спасибо. Молчат. Второй вдруг взрывается. Спасибо. Ты мне сон будешь рассказывать или нет? Первый. Сон? Ну это было. Ну, в общем, сижу я в ресторане с бабой одной. Все путем, музыка, все такое. Чаек попиваем. Второй с сахаром. Первый. С ним разговариваем, беседуем о том, о сём. Второй. Первый. А я ее так, между прочим, спросил, знает ли она тебя? Она мне ответила. Второй. Что? Что ответила? Что? Первый. Нет. Второй. А? Первый. Да. Я так понял. Нет. Молчат. Второй. Интересно с ее стороны. Это правда? Первый. Так и сказал. Не знаю. Вот. Второй. Вот, сука. Буквально вот только что снилось. И делает вид. Ты все перепутал. Первый. Не думаю. Второй. Что не думаешь? Первый. Господи, какой ты, однако. Будем слушать или будем вопрос задавать? Второй. Слушать. И все же ты путаешь. Я знаю. Я просто знаю. И знаю, Ну ладно, рассказывай. Дальше как было. Первый. Ну а дальше было все интереснее и интереснее. Главный, плавный такой официант приплыл со всякими такими блюдами и бутылками. Ё-моё, и шампанское, и коньяк, и водяры. Водяры бутылок целых 6, может 7. Второй. Живут же некоторые. Первый. Целых 7 бутылок не нашего пойла, представляешь? Кино. Второй. Кино. Первый. После 4-й бутылки, выглядывая в окно, вижу тебя с бабой. Куда-то идете. У нее ноги колесом. Второй. Врешь. Первый. Честно. Второй. Врешь, гад. Хватает его за грудки. Врешь, признавайся. Первый. Ты сам меня разбудил. Я мог бы ее разглядеть и получше. Может, они не такие уж у нее кривые. Дай мне еще поспать. Может, опять увижу. И тогда второй трясет первого как грушу. Нет уж, не дам. Это мой сон. Не дам. Я первый. Я буду спать. Ты будешь... Что будешь делать? Первый. Я не знаю. Второй. Не лезь в мои сны. Ты понял? Не лезь. Я прошу, я требую. Ты... Первый. Не буду, пожалуйста. Мне только ты, пожалуйста. Нет. Ради бога. Да нет. Второй. Что говори? Говори. Что ты хочешь сказать? Первый. Ничего ровным счетом. Нет ничего. Только ты уж. Второй. Да что говори. Первый. Пожалуй, ты спи, а я тут чаек с сахарком вот. Ох, голова чугуном. Второй. Да?
Мне, значит, спать, а ты, значит, тем временем нет уж, пожалуйста, нет. Пить будем вместе, и спать будем одновременно, и сны видеть, и баб наших, и все остальное, и все. Понял? Первый, да. Второй, и не выскакивай. Понял? Первый, да-да, понял. Я понял. Давай тогда шевелиться. Давай. Включает электрочайник, пробирается в комнате, разливает чай по чашкам, усаживается и прихлебывает. Но вдруг таинственный звук. Нарастает и смолкает. Нарастает и... Оба сидят и глядят друг на друга, как оцепенелые. После паузы слыхал? Первый. Второй. Сила. Нечистая. Наука дура. Ничего не понимает. Тарелки, инопланетяне. Что? Первый. Это, по-моему... Второй. Так. Один в милицию, другой на телевидении. Побежишь? Первый. В милицию. За что? Второй. Чего испугался я? Не посадят, небось. Скажешь, нечистая сила. Первый. Не-не-не, ты в милицию. Ты сам, пожалуй. Второй. Все сам. Еще надо понять обстоятельства, при которых он возникает. А то милиция придет, а звука не будет, тогда уж невероятности точно не миновать. Скажут, белая дура, горячка и в психушку. Что? Первый. И силе этой нечистой может не поправиться, что на нее с милицией. Второй. Не понравится? Точно не подумал. Извини. А как все же сообразит, откуда он? 10 лет мы с тобой тут, да и до сегодня ничего. Что или ты слышал? Первый. Не было. А второй. Откуда же он взялся? И почему именно сегодня? Или мы с тобой сделали что-то такое, и он вылез? Понимаешь? Пауза. Первый. Вроде как ничего такого не сделали. Все вроде было как всегда. В прошлый выходной, помню, после 6 банок тоже башка трещала. И те же сны про тех же баб. И чаек с сахарком. И это... Не пойму. Второй. Вот и я не пойму. Первый. Никогда за все 10 лет... За все 10 лет. Я такого не помню, честно. Второй вдруг кричит. Зуб! Твой зуб! Вчера за твой зуб пили, чтоб он предстал. Зуб! Понял? Первый. Нет. Достает из кармана зуб, разглядывает как диковинку. Зуб, думаешь? Второй. Зуб, конечно. Неделю болел, что мы не делали, вспомни. А он болел. Мы грели его, и примочку ему компрессы, и драть пробовали. И чего только он не болел. А он болел. Все равно болел. Я даже тебе позавидовал. По-хорошему, конечно. Я даже сколько выпил на этот твой зуб. Да ты сам же видел. Черт назло, как назло не хотят они у меня болеть. Не хотят. Хоть ты их. А знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы всем, и милиционерам, и всем расскажем, какой такой зуб у тебя. А что? Из-за него и звук появился. Первый. Звук из-за зуба? Второй. К чертовой матери всю их науку твой зуб перевернет. Понял? Дай мне его, а то потеряешь, не дай бог. Первый. Зачем? Не потеряю. Потеряешь, говорю. Второй. Потеряешь, говорю. Отнимает зуб и держит его на вытянутой руке. Ты сам, дуралей, не понимаешь, что это за зуб такой у тебя. Нет, не понимаешь. Да ведь к нам с тобой со всех концов света ездить начнут. Выглядят, что за зуб. И ученые, и неученые, и пресса. Все главные мировые газеты напишут о нас. Мы станем знаменитыми, умными, богатыми. Оставим эти вшивые каморки и будем жить в белокаменном особняке далеко-далеко от этого нашего вонючего и проклятого города. У какой-нибудь речки, где птички поют и вода журчит. Вода, не моторы. Будем завтракать, обедать и ужинать только в самых роскошных ресторанах.
У нас будет свой белый-белый аэроплан, и мы полетим на свой остров. Ну, конечно, а как же иначе? У нас обязательно будет свой остров в каких-нибудь теплых водах, над которым всегда будет светить солнце. На основе город поставим чистый-чистый и светлый-пресветлый и радостный. Назовем его Зубск. Зубск на острове Зуба. Посреди острова подведем храм Зуба, а в храме под колпаком из пули непромываемого стекла будем хранить твой бесценный зуб. Молчат. Первый. Зачем? Второй. Не спрашивай, но, по-моему, это дело стоит обмыть. Первый. Берет зуб и внимательно разглядывает. Обмыть хорошо бы, пока магазин не закрылся. Второй. Бегом же, бегом. Первый. А деньги? Второй. Что деньги? Первый. Кончились. Все. Вчера из коробки последние 5 рублей. Пустых бутылок. Тоже все нет. Вот сам посмотри, если не веришь. Демонстрирует пустую коробку. До аванса еще неделя. Молчат. Второй тоскливо. Неделя целая, бесконечная, тупая, будь она. А если взаймы у кого? Первый. У кого? Второй понимает, что сказал глупость. А продать чего? Что? Первый молчит, потупившись. Продаться. Оба опускаются на кровати и вдруг друг на друга, не глядя, укладываются. Долго лежат молча. Второй еле слышно. Слышь? Первый. Слышу. Второй. Я чего-то подумал. А как было хорошо. А? У тебя болел зуб, грелку ставили, примочку делали, пили, чтобы не болел. Пили. Первый. Пили. Второй поднимает голову. Слышь? Первый. А? Второй. А еще зуба нет? Ну, который болит. Первый. Нет. Трогает, расшатывает зубы пальцами, вздыхает. Нет. Второй. Жаль. Оба накрываются с головами, и спустя несколько мгновений доносится храп. За окнами темнеет, гудят моторы, скрипят тормоза, какая-то случайная музыка и внезапный до боли знакомый и таинственный звук. И храп, и звук. Звук.